Идея создания памятника Салавату Юлаеву в Уфе зародилась 6 десятилетий назад, 16 июня 1943 года, в непростой обстановке Великой Отечественной войны. Именно тогда, в день рождения национального героя башкирского народа, в Уфе состоялось заседание правительственной комиссии по приему эскиза к проекту памятника Салавату Юлаеву работы скульптора Сосланбека Тавасиева. Скульптор-монументалист, народный художник Северо-Осетинской и Башкирской АССР Сосланбек Дафаевич Тавасиев в 41-46 годах жил и работал в нашей республике. Он мне рассказывал, мы попали в эвакуацию в Башкирию, он нас туда привез, и, значит, как он рассказывал, идет он мимо базара, и старик какой-то говорит, самое начало войны, то есть поражение бесконечное, то есть почти до Москвы немцы дошли. И он говорит, что победить этого Гитлера, фашистов, нужен Батыр Салават. Несколько раз даже повторил с ударением. Батыр Салават, Батыр Салават. Вот. В образе башкирского героя Тавасиева привлекали черты, близкие его характеру. Сосланбек Дафаевич был лидером с детства. За участие в гражданской войне он был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Потом была Академия художеств, которую Тавасиев закончил с отличием и был замечен Кировым и Луначарским. Он был необыкновенно сильной натурой и вместе с тем неудобным человеком, поскольку имел обыкновение говорить все, что думает. До войны пользовался большим успехом, был секретарем Союза скульпторов России. Приехав в Уфу, Тавасиев вместе с главным архитектором объехал весь город в поисках места для будущего памятника и выбрал высокий берег Белой возле водокачки. Рождение памятника Тавасиева связано с тем моментом, когда Салавату поручается вести отряд на подкрепление Оренбургской крепости. Тогда сам Салават еще не знал, что ждет его впереди. Но он подготовил себя к бою, вскочил на возвышенность горы и со всей решительностью осадил своего коня, призывая народ к борьбе. Вот этот момент скульптор и взял за завязку создания образа. Члены правительственной комиссии были единодушны в том, что среди галереи героев башкирского народа Салават выделяется не только как вождь, борец за счастье и свободу простых людей, но и как поэт-импровизатор, романтик, патриот, любящий свою родину и народ, как интернационалист, ставший во главе отряда, где были воины разных национальностей. Эскиз проекта памятника был принят. Началась работа. Но от идеи до ее реального воплощения прошло более четверти века. Недалеко от подмосковного Абрамцева, в Ахтырке, стояла брошенная церковь, в которой колхоз имени Сталина хранил картошку. Здание постепенно разрушалось. Места эти всегда были поистине благословенными. Именно здесь писал Васнецов свою знаменитую картину «Аленушка», Нестеров – «Видение отроку Варфоломею», а Аксаков – «Детские годы и семейную хронику». После войны Тавасиев взялся за ремонт здания. Именно в Ахтырской церкви был сооружен памятник Салавату. Если бы, допустим, отец не взялся вот эту церковь, он же ее отремонтировал, и сейчас бы от нее были руины. Я еще не сказал, что у самой церкви ведь у него был поворотный круг. Вот эта вся махина на танковом моторе от башни крутилась. Когда в Подмосковье стали рушить храмы, церковь в Ахтырке не тронули, потому что там стоял памятник. Когда все разрушили, решили вернуть храм верующим. Позвонили Тавасиеву: «Убирайте своего Салавата». А поскольку место для 11-метровой скульптуры найти было сложно, памятник разрушили. Так национальный герой Башкортостана и при жизни принял муки на себя, и после смерти был клеймен железом очередными вандалами. В процессе работы над памятником Сосланбек Дафаевич придумал механизированные каркасы лошади и человека для облегчения труда над огромной моделью статуи. Он сделал так, он всегда что-то изобретал, как говорится. И вот он сделал Салавата с помощью маминого брата, он инженер, нефтяник. Вот, например, рука.
проходит основной стержень, вот, а это недвижимая часть, вот это, допустим, кости. А здесь, начиная вот отсюда, все суставы на шарнирах поставлены, металлические. То есть вот рука вот так, кулак, хочешь так, хочешь так, хочешь так. То есть все вот эти, и дальше так. То есть весь торс, все тело, голова в любом направлении крутится, все. Мало этого, еще и лошадь такая же, точности, по пропорциям определенным, она такая же. И он это самое вот сделал, был, а потом, значит, салават вот он сделал, такой позу сделал, и потом начал уже лепить. Ну, сначала лепил он глине, гипс не давали, потом, значит, гипс когда в глине, представляете, вот готовый уже салават во весь рост, все, полностью в церкви стоит. Не завезли угля, чтобы топить. А печки там топили в церкви, эти паровозные котлы были разрезаны пополам, из нее сварена печка, ну там задвижки, все, и увозил. И мы, как раз я там был, заходим туда утром, а все это по частям так шлепается на пол. То есть вся глина, все замерзла, а потом она растаяла, и ее разорвало, короче говоря. Ну, потом сделал из гипса, потом из гипса это самое. В общем, все же это денег, все это нервотрепки. 30 сентября 1954 года вышло 4-е постановление Совета министров БССР о памятнике Салавату Юлаеву в городе Уфе. Им было подтверждено выбранное Тавасиевым место установки памятника. Автору при создании модели в натуральную величину было рекомендовано придать фигуре Салавата больше мощи и силы, а также учесть пожелания и замечания общественности. Итог обсуждения самой скульптуры можно найти в записи старейшего уфимского инженера-строителя Чаплица. Скульптура Салавата Юлаева неправдива. Необходимо придать ей больше жизненной правды, порыва, призыва к бою. Начальник управления по делам архитектуры Сахаудинова нашла в фигуре Салавата много театрального, парадного, создающего впечатление, что это джигит, собравшийся на сабантуй, а не на боевую схватку с врагом. Научный сотрудник Института истории языка и литературы Баишев подробно остановился на особенностях монголовидности лица Салавата, находящихся в полном соответствии с антропологическими исследованиями профессора Руденко, автора фундаментальной монографии о башкирах. Главный инженер Минкомхоза Нагорный отметил практическую невозможность установки памятника в ближайшее время на месте, выбранном автором, так как необходим большой снос жилья. Он предложил уменьшить размер монумента в несколько раз и поместить его в саду Салавата. Музыковед Атанова поддержал выбранное автором место установки памятника и отметил среди ее недостатков тот факт, что под Салаватом не боевой конь, а скорее тяжеловоз. Башкирская лошадь должна быть горячей, выносливой, стремительной и несколько суховатой. Отвечая участникам обсуждения, Тавасиев сказал: «Все высказанные замечания по поводу образа Салавата и коня, а также мельчайших деталей памятника, безусловно, будут мне в помощь. Относительно места установки памятника есть две точки зрения. Одна – на перспективное строительство города Уфы, другая – местническая, сегодняшнего дня. А Салават будет жить долгие годы, и поэтому автору нужно прямо сказать, что он либо заблуждается и доказать это, либо согласиться с его мнением. Нельзя же 12 лет творческой работы и большие затраченные средства уничтожить простым росчерком пера. Не спавши ночами, я буквально по сантиметрам измерял все расстояние в своем произведении. Если устанавливать памятник в центре города, то нужно работать и создавать совсем другого Салавата. А другого Салавата создавать я не намерен. Все, что меня вдохновляло в этом образе, это только интересы башкирского народа. Простите мне мою горячность, ведь это труд многих лет моей жизни». Категоричность выступлений участников обсуждения была значительно сглажена кратким архитектурным анализом проекта памятника Салавату Юлаеву, написанным архитектором Малянским. Облегченность фигуры, устремленность вперед и ввысь, призывающий жест руки, характерная посадка головы, весь его наряд, развивающиеся концы головного убора, направление сабли на гайки – все эти средства, примененные скульптором весьма умело, уже одни создают впечатление величия, движения, патетической приподнятости,
огромной целеустремленности, могучего подъема сил, страстной веры в правоту своего дела, которые как бы одухотворяют Салавата и через его образ передаются зрителю. 13 мая 1961 года у первого секретаря Башкирского обкома КПСС Нуриева состоялось совещание по вопросу сооружения памятника Салавату Юлаеву. Требовалось снести несколько десятков домов, переселить жителей в другие районы города. Но в конце концов все-таки решили повесить и на плечи города, вот конкретно на плечи председателя горосполкома Уфимского Сергея Сергеевича Воронежского. Давай вот возглавляй, решай, деньги дадим, поможем, надо сделать снос. И вот с 65-го года, так сказать, начался снос. Дело кончилось тем, что все-таки снос состоялся, и надо было скорее 50-летие октября подходило вот-вот, и хотелось вот к 50-летию октября, значит, поставить этот памятник. 25 июня 1961 года все рабочие чертежи памятника были окончательно утверждены Министерством культуры СССР. Однако 28 сентября 1961 года вышло постановление Бюро КПСС по РСФСР, а 10 дней спустя постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР об устранении излишеств в расходовании государственных и общественных средств на сооружение памятников. В нашей республике было разрешено только завершить работы по сооружению монумента Дружбы. Все работы над проектированием памятника Салавату Юлаеву были прекращены на неопределенное время. Сооружение памятника было получено лишь в апреле 1965 года, когда в проект были внесены значительные изменения, сделанные как в пользу экономии стоимости всего сооружения, так и значительного упрощения его архитектурной части. Когда памятник Салавату начали отливать на Ленинградском заводе «Монумент скульптура», было предложено заменить дорогую бронзу на дешевый чугун. Но Салават на заводе так всем понравился, что технологи тайно нарушили распоряжение правительства и отлили памятник из бронзы, а сверху покрасили под чугун. Поехали мы на завод в Ленинград, «Монумент скульптура». Там познакомился я с директором завода. Великолепный человек, Степанов Виктор Павлович, до сих пор. Значит, я там месяц жила для того, чтобы скорее, потому что, если там министр присутствует, конечно, и рабочий. Даже артистов туда привозила. И привезла туда Хисматуллина Магафура, исполнителя роли Салавата Юлаева. Он там прям в цеху среди рабочих пел свою арию. Она же прекрасная, эта ария. В общем, артисты мне даже помогали, и рабочие так были рады, что вот впервые так, чтобы заинтересованная республика, приезжает народ и так далее. Только в год 50-летия Октябрьской революции монументальное создание Тавасиева и архитектора Гайнутдинова заняло место на крутом берегу Белой, где и мечтал его видеть сам автор. И вот когда его привезли, сюда поставили, это была такая радость. Вот сначала я сама забралась с своим инженером, потом стала, значит, звонить начальству. И вот у меня есть фотографии, где все начальники, даже Загир Исмагилов, его тоже сюда вытащила. Все сюда лазили и были счастливы, что вот появился Салават Юлаев. За памятник Салавату Юлаеву Сосланбеку Тавасиеву в 1970 году была присуждена Государственная премия СССР. Это произведение было признано крупным достижением советской монументальной скульптуры.